Альхамдулилля, Аллах дал нам веру, дал нам покорность, отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, дал нам верное руководство, Кур'ан Карим. Сколько бы мы его ни благодарили, этого недостаточно. Поэтому просим Аллаха, чтобы Он помог нам помнить о Нем, благодарить Его и в наилучшей форме поклоняться Ему. Каждое старание, каждое усердие подразумевает под собой какой-то результат, и результатом поклонений, стараний является достижение степени таква, достижение состояния, когда человек сильно-сильно любит Аллаха, так сильно любит, что боится вызывать Его гнев и недовольство. Аллах сказал об этом в суре Бакара: «Ауду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я юханнасу абуду раббакум аллади халакакум, валладина мин кабликум лааллакум таттакун». О люди, служите Господу вашему, который создал вас и ваших предков. Быть может, служа Ему, поклоняясь Ему, вы станете обладателями таква. Говоря о таква, о набожности, Расулуллах, саллаллаху алейхиссалям, указывал на свою грудь и говорил: «Ат-таква ха-хуна, ат-таква ха-хуна». Набожность, осторожность находится здесь, она находится здесь. Сердце – это особый домик, особое место, в котором живет иман, живет вера, живет таква, набожность и живет любовь. И сегодня хотел бы напомнить себе и вам известный хадис из сборника имама Аль-Бухари, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «Салясатун ман кунна фихи ваджада халаваталь иман». Есть три качества. Если они соберутся в одном человеке, то он почувствует сладость веры. Вера, оказывается, имеет сладость. Она доставляет наслаждение, доставляет спокойствие, благодать. Что же это за качество? Первое. «Ан юхибба Аллаха ва расуляху мимма сивахума». «Ау ан якун Аллаху ва расулюху ахаббу илейхи мимма сивахума». Когда человек любит Аллаха и Его посланника больше всего остального, кроме них. Второе качество: «Ан юхиббаль мар'а ла юхиббуху илля лиллах». Когда человек любит других только ради Всевышнего. И третье качество: «Ан яхафа ан яуда иляль куфр, кама яхафа ан юкдафа илян нар, ау кама каля алейхиссалату вассалям». Третье качество – это когда человек боится вернуться в неверие, так же, как он боится быть швырнутым в огонь. Из этих трех качеств два связаны с любовью. Любовь – это особое состояние души, особое состояние сердца. И когда человек любит кого-то или чего-то, он старается его не обижать, старается его не гневать, старается делать все, чтобы любимый им был доволен. И в этом хадисе мы видим, что самый достойный любви, самый достойный нашего внимания существо, самое достойное – это Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхиссалям. И кого бы мы ни любили, если мы хотим быть радостными, если мы хотим быть успешными в этой любви, то обязательно надо делать это ради Аллаха. Потому что все, что делается, или все проявления любви, которые делаются вне этой связи, вне связи со Всевышним, оно убыточно. Если ты любишь кого-то ради денег, он может потерять деньги. Если ты любишь кого-то ради красоты, он может потерять красоту.
Если ты любишь кого-то ради его высокого положения, он может потерять высокое положение. Но если ты любишь кого-то ради Аллаха, встречаешься с ним ради Аллаха, расстаешься с ним ради Аллаха, ты всегда будешь в выигрыше. И даже если этот человек сделает тебе больно, ты понимаешь, что это испытание от Всевышнего, и относишься к этому с терпением, и это возвращается тебе с благом. Что же делать, чтобы любить друг друга ради Всевышнего? Во-первых, нужно представлять и понимать величие нашего Творца, Его могущество, Его безграничные блага к нам. И не случайно Аллах Тааля в суре Бакара, в том аяте, который мы процитировали в одном из первых аятов суры Бакара, говорит: «У'буду раббакум», служите Господу вашему. Почему? «Аллади халакакум», ведь Он вас создал. «Валладина мин кабликум», и тех, которые были до вас, тоже Он создал. Если человек будет помнить, кто он, что он, кем он был несколько десятков лет назад, то он поймет, как Аллах Тааля велик. Он поймет, насколько Аллах Тааля милостив, создав нас из ничтожной капли воды, создав нас из праха, лежащего под нашими ногами. И поэтому нужно чаще больше заглядывать в свое прошлое, вспоминать, кем мы были, смотреть на окружающий мир, созерцать творение Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы понять Его величие и могущество. И когда мы хотим кого-то любить ради Аллаха, нужно стараться создавать вокруг себя атмосферу спокойствия и безопасности, не угрожать друг другу, не устрашать друг друга словами, действиями, мыслями даже. Постараться надо думать хорошее, найти 1000 оправданий, если в человеке есть какой-то недостаток. Ибо сказал Расулуллах, алейхиссалям: «Афшу саляма байнакум», распространяйте друг среди друга салям, мир, спокойствие, безопасность, и тогда у вас будет царить любовь. Еще в одном хадисе Расулуллах, алейхиссалям, говорит: «Тахадау, тахабу», дарите друг другу подарки, угощайте друг друга, и тогда будет царить любовь. Человек – существо материальное, он состоит из тела и души, и ему приятно давать, приятно принимать какие-то материальные подарки. В этом для нас Расулуллах, алейхиссалату вассалям, наилучший пример подражания. Он делал подарки, принимал подарки, и даже тем людям, которых он любил, даже после их смерти, даже после того, как они покинули бренный мир, и о них осталась лишь только память, Расулуллах, алейхиссалату вассалям, делал подарки их близким, их друзьям. В частности, нашей матери Хадиджи, радаллаху та'аля анха, когда ее уже не было в этом бренном мире, Расулуллах, алейхиссалату вассалям, закалывая барашка или имея какие-то материальные блага, отправлял подарки родственникам и подругам Хадиджи, радаллаху та'аля анха. Поэтому нужно друг другу делать подарки. И также Расулуллах, алейхиссалям, сказал: «Тазавару тахабу», посещайте друг друга, приходите друг к другу в гости, навещайте друг друга, и тогда у вас будет любовь. Поэтому, если мы хотим почувствовать сладость веры в наших сердцах, надо любить Аллаха, любить Его посланника, алейхиссалату вассалям, и любить творение Аллаха, создание Всевышнего, но только ради Него, только ради Него, только ради Него. И, конечно же, нужно бояться, остерегаться возвращения к неверию. К сожалению,
это явление мы сейчас наблюдаем в нашем обществе. Некоторые люди оставляют веру в Бога, возвращаются какие-то языческие традиции, укалывают себя наколками, надевают на себя какие-то странные символы, и некоторые бросают намаз, и вообще выходят из ислама, из покорности Богу, и это каким-то образом пытаются еще рекламировать. К сожалению, вот в интернете много сейчас таких роликов появилось, где люди открыто заявляют о своем вероотступничестве и как бы гордясь этим, рассказывают об этом. Это на самом деле очень опасно, очень страшно. И тот, кто не будет опасаться этого, тот, кто не будет бояться этого, он никак не может вкусить сладость веры. «Ван яхафан яуда иляль куфр», и человек не вкусит сладость веры, пока не будет бояться, опасаться возвращения в неверие, так же, как он боится быть швырнутым в огонь. Поэтому просим Аллаха Субхану Тааля, чтобы Он наши сердца раскрыл для веры и помог ее укрепить, закрепить, совершая благие дела, любя друг друга ради Всевышнего. И если, конечно, кто-то совершает мерзкие поступки, греховные дела и гневаясь друг на друга ради Всевышнего, останавливая от мерзких поступков.